Сегодня мы отправляем гуманитарную помощь в район Урм-Аль-Кубра. Как вы видите, здесь находится 31 грузовик, которые везут муку, медикаменты и стиральные вещества. Эта помощь рассчитана на 78 тысяч человек. Гуманитарный конвой, который в течение всей прошлой недели был предметом ожесточенных переговоров между США, Россией, ООН и правительством Сирии, так и не дошел. В понедельник вечером или сирийская, или российская авиация нанесли авиаудары по гуманитарным грузовикам. Погибли 12 человек, 18 машин сгорели. Все, что осталось от надежды на получение самого необходимого в осажденных сирийской армией районах, это пылающие одеяла, медикаменты, памперсы. И как будто этого было мало, сирийская авиация также сбросила по меньшей мере 4 баррельные бомбы на склад сирийского Красного полумесяца. Все еще находящийся в состоянии шока спасатель описывает происшедшее. Вот здесь находится склад сирийского Красного полумесяца. На него были сброшены баррельные бомбы. 6 сотрудников организации погибли, 2 остаются под развалинами. Вот посмотрите, грузовик полный гумпомощи, продовольствие, медикаменты, все валяется на полу. Посмотрите, все это еще горит. В ООН новость о нападении на гуманитарный конвой вызвала шок. Это черный день для работников гуманитарных организаций в Сирии и, честно говоря, во всем мире. Я думаю, что мы все пережили момент шока и, честно говоря, отвращения от происшедшего. Но это не подорвет наши попытки продолжать оказывать помощь всем сирийцам, которые в ней нуждаются. Доставка помощи в осажденные районы была ключевой частью соглашения о прекращении боевых действий. Режим длился почти неделю. И все это время жители Алеппо ждали гуманитарную помощь. И всю неделю правительство Сирии откладывало выдачу разрешения грузовикам ООН проехать в блокадные районы. И в тот день, когда разрешение было выдано, сирийское правительство в одностороннем порядке прерывает перемирие и бомбит гуманитарный груз. Прекращение перемирия жители Алеппо почувствовали сразу. Через 2 часа после заявления правительства Сирии на них снова посыпались баррельные бомбы. Опять понеслись машины скорой помощи, пересекая восточные и западные районы города. Корреспонденты на месте говорят, что бомбили без остановок. Пока известно об одном погибшем ребенке. Реакция Вашингтона была незамедлительной. Вашингтон предупредил, что пересмотрит перспективы сотрудничества с Россией. Сирийцы не подписывали это соглашение. Его подписала Россия. Россия должна сдерживать Асада, который продолжает бомбить все без разбора, включая гуманитарные конвои. В Минобороны России отвергли обвинения в нападении на гумконвой. Российская авиация и сирийские правительственные силы не наносили удары по конвою ООН с гуманитарной помощью в Алеппо, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Коношенков. По словам российских военных, нет признаков того, что колонна грузовиков с гуманитарным грузом вообще подвергалась обстрелу. Уже ясно одно. Переговорный процесс по урегулированию войны в Сирии откатился не то чтобы на шаг назад, он просто на грани срыва. Каким будет дальнейшее развитие сотрудничества США и России в этом вопросе тоже сложно прогнозировать. Последнее перемирие было результатом многочасовых переговоров между госсекретарем США Джоном Керри и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Это перемирие представляли как долгосрочное. И пока высокопоставленные дипломаты будут снова решать, что же делать дальше, жители Алеппо переходят в прежний режим бомбоубежищ, голода и смерти. Шахида Якуб, «Настоящее время».